11 часов в Башкирии, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. Наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, доцент Уфимского университета науки и технологий, член Союза писателей России, политический публицист, член редколлегии газеты «Советская Россия» Рустем Вахитов. Добрый день, Рустем Ринатович. Добрый день. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте. Записи программ также выкладываются на всех подкаст-платформах. Расшифровки вы сможете найти на сайте «Аспекты медиа», в телеграм-канале «Аспекты». Рустем Ринатович, неделя прошла со времен так называемого Пригожинского мятежа. Сейчас многие подводят итоги, многие задаются вопросами, а что это вообще было, на что это похоже. Если окинуть взгляд в прошлое, какие можно аналогии найти? Вот тут многие говорят про Корниловский мятеж. Согласны ли вы с этим? В истории ничего не повторяется, да, история как та самая Гераклитова река, в которую два раза не войдешь. Вот. Вполне возможно, конечно, искать какие-то параллели и пытаться какие-то закономерности найти, но нужно при этом определенную меру иметь. Что касается Корниловского мятежа, то здесь совершенно неправомерно, конечно, параллели, потому что Корнилов был руководителем армии, то есть официальным главнокомандующим, которого, правда, пытались сместить. Вот. Ну, как бы Корниловский мятеж был бы, если бы Шойгу пытались снять, а он возглавил армию, да, и двинулся на столицу. Тогда был бы Корниловский мятеж, да. И ГКЧП, которое приводит в пример часто, это тоже было совершенно другое, потому что ГКЧП возник как легальный орган, да, то есть там по Конституции было предусмотрено, что в случае болезни президента СССР Горбачева власть переходит в руки силовиков, да, и, собственно, они отдавали совершенно официальный приказ. Другое дело, что не стали выполнять их начальники среднего звена, эти приказы, да, собственно, почему ГКЧП и провалился. Да. Если искать аналоги в истории России, то единственное, что приходит в голову, это вот такая еще домодернистская история, еще до тех времен, когда у России появилась регулярная армия европейского образца, да, ну, то есть это разного рода казачьи восстания, да, это смутное время, да. Ну, очень часто же сравнивают со смутой, говорят о том, что мы остановились там в шаге от смуты, ну, в каком-то смысле... Вы про Лжедмитрия намекаете? Ну да, вот смутное время, да, то есть в этом смысле какие-то, может быть, определенные аналогии могут быть. Можно искать аналогии в странах третьего мира, где очень часто бывает так вот, что какие-то вооруженные группировки, частные военные компании пытаются захватить власть. Собственно, сам господин Пригожин неоднократно это делал, да, в Африке, вы знаете. Вот. Но в истории России такого еще не было, да. Потому что в истории России мы видим после Петра Первого, что власть всегда обладала монополией на легальное насилие. Да? То есть не существовало каких-то вооруженных группировок, которые, так сказать, носили бы частный характер. Да, и Нет, погодите, номинально. Демидовы и прочее, так или иначе, у них все равно свои войска какие-то. Да, были, конечно, я говорю, были какие-то периоды такого вот хаоса, развала, да, когда, так сказать, гражданская война, например, да. То есть тут тоже, наверное, можно искать какие-то аналоги, да. Но чтобы существовала официальная легальная власть, да, так сказать, довольно-таки крепкая, стоящая на ногах, и в это время нечто подобное происходило. Ну, кстати говоря, здесь можно искать аналоги с восстанием декабристов, может быть. Да? Но у них это было, во-первых, это было восстание регулярных частей, да, то есть декабристы возглавляли не какие-то там частные наемнические армии, да, а это была регулярная армия. Да. И во-вторых, конечно, у них была совершенно другая идеология. А вот смотрите, беглые каторжники, которые примкнули к Пугачеву, там, к Емельяну. Да, я говорю, что вот в истории России такое бывало в периоды, так сказать, вот хаоса, да, когда государство совершенно ослабевало, или когда фактически центральной власти дееспособной не было. Вот гражданская война, да, что такое гражданская война? Гражданская война, я имею в виду войну 18-21 года. Гражданская война – это время, когда, так сказать, исчезает какое-то вот единое государство, контролирующее всю территорию. Да, и на территории возникают, во-первых, разные протогосударственные образования. Ну, например, там во время гражданской войны на территории бывшей Российской империи возникли там целых две России. Да? Вот, была РСФСР, в столице в Москве, Ленин ее руководил. Была Российская Республика, учрежденная учительным собранием созданная, у которой, кстати говоря,
около месяца столицей была Уфа, да, Уфимская директория, потом в Омск, так сказать, переехала. Были национальные республики, ОНР, например, была, да, про которую сейчас часто очень забывают, говорят, что там никогда не было Украины государственности, была Украинская Народная Республика, была Советская Украинская Республика, там белорусы пытаются увидеть зависимость, то есть закавказские образования протогосударственные, там, допустим, та же самая меньшевистская Грузия. Ну, то есть, и кроме того, были так называемые зеленые. Вот, собственно, это немножко похоже, да, на то, что сейчас мы видели. То есть это такие вот, ну просто вооруженные формирования, либо с анархистской идеологией, либо вообще без идеологии, которые могли контролировать определенную территорию. Но это было время, когда, собственно, государство находилось в полнейшем развале, да, когда единой государственной власти не было такой легальной, да, на всей территории. А сейчас это, конечно, нонсенс, да. А вот вы сейчас упомянули про гражданскую войну. Я сейчас, кстати, нашел даже слова Путина. Он сказал, что военные силовики встали на пути мятежников 24 июня, фактически не допустили гражданской войны. Ну Вы да, с ним... это вообще это правда, да. А тут Лавров нам сказал, что вообще это была как передряга какая-то. Ну так, пренебрежительно. Почему такие оценки разные расходятся вообще нейтрально? Ну, сейчас будут все это осмыслять, как-то переосмыслять. Вполне возможно, что будут пытаться как-то успокоить обывателя, да, может быть, как-то принизить, да, вот, значение этих событий. Но вообще, мне кажется, что это, так сказать, очень, очень тревожный звоночек, потому что, я повторяю, вот, существует в европейской такой политической философии традиция, противопоставлять, так сказать, естественное состояние и гражданское состояние, цивилизацию. Да, вот естественное состояние, состояние войны всех против всех, когда какой-то нет единой государственной власти, когда всякий, у кого в руках оружие, да, получает власть. Да. И вот это состояние, конечно, недопустимо, потому что оно приводит к большой крови, большому хаосу. Да. Поэтому и люди заключают общественный договор, да, и создают, так сказать, государство. Да. И, собственно, еще Томас Гоббс, автор бессмертного трактата Левиафан, писал, что государство может быть плохим, неэффективным, оно может нам не нравиться, но любое самое плохое государство лучше без государственного состояния, состояние войны всех против всех, да. Когда, собственно, вообще ни закона, ни порядка, вообще ничего нет, да, есть только силы вооруженного кулака, да. И в этом смысле, конечно, ну, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы только государство имело какую-то монополию на легальное насилие, только государство, так сказать, могло контролировать территорию, могло и должно устанавливать законы, конечно, определенные. А вот, кстати, обращать на себя внимание, то, что россияне никак не отреагировали на события недельной давности. Там в одном потоке на трассе М4 Дон ехали танки, в соседнем потоке ехали садоводы. То есть, как бы никто на площадях крупных городов не вышел защитой федеральной власти, там в пикетах не встал. А почему так? Почему полное безразличие? К Или это сожалению, потому... тут Вот, зависла у вас картинка, да. Вот. Но я понял вопрос, потому что, так сказать, большую часть вы успели его озвучить. Да. Ну, что я по этому поводу могу сказать? В принципе, так всегда бывает, когда, так сказать, ну, люди лишены возможности как-то вот более или менее эффективно выражать свое мнение. Ну, то есть, давайте уж правде в глаза смотреть, да, то есть, какой-то настоящей полноценной политики, да, со столкновениями мнений, с борьбой там политических партий, да, у нас все-таки уже долгие годы нет. Да? Рустам Ринатович. Большие дяди, они решают вопросы там у себя где-то в высоких кабинетах, а мы, мол, люди простые, за нас все сделают. Вот. Ну и, то есть, ну, если народ к этому привык, чего мы ожидаем? Да? Такое же было в Российской империи. Да? Был такой русский философ, его звали Василий Розанов. Он, так сказать, был совершенно ошеломлен и, так сказать, потрясен событиями 17 года. Умер он в самом начале гражданской войны, да, когда вот уже страна была в полнейшем развале, распаде, да, и написал перед смертью такую книгу, она называлась «Апокалипсис нашего времени». Да. Ну, апокалипсис, то есть ему казалось, что происходит вот, ну, суд Божий, да, все, история кончилась. Вот, и в этой книге есть такие слова. Он говорит, Российская империя, Великая Российская империя, которая существовала 300 лет, слиняла за 3 дня. За 3 дня, да. Ну, то есть, в Российской империи же тоже была партия власти, там, черносотенцы, да, когда миллионы людей записывались в черную сотню, присягали в верности императору, там, императорской власти, да. И вдруг, так сказать, когда все начало распадаться, никто на улицу не вышел, да.
Вот. А почему не вышел? Ну, а потому что у народа нет, так сказать, какой-то вот привычки, навыка, какой-то политической самоорганизации, политической борьбе, высказывания своих прав. Потому что государство всегда стремилось, так сказать, поставить вопрос так, что вот есть и мы, люди власть имущие, мы, так сказать, занимаемся политикой, мы решаем все вопросы, а ваше дело прийти там, поддержать, да, высказать одобрение. Зависло, да, у нас? Ага. Я закончил отвечать. Да, да, да. Нет, смотрите, ну, то же самое можем сказать по поводу того же ГКЧП, о котором вы сказали, и вообще событий того времени, когда КПСС закрывали. Да, и там было то Не же вышел, самое, совершенно верно. Да. никто не вышел. Совершенно верно. Перестройка не затронула глубинный народ, в общем-то, да. То есть, и более того, так сказать, перестройка разрушила какое-то вот такое вот жизнеустройство людей. Я прекрасно это помню, потому что в период ГКЧП мне было 21 год мне был, да? Я был студентом БГУ в то время. Помню, так сказать, что происходило. Вот. И, ну, тогда нет, кстати говоря, не совсем так. Вот, например, лично я очень хорошо помню, что на площади около вот Русского драмтеатра, да, на проспекте Октября, был очень большой митинг. И я, 21-летний, туда тоже с друзьями, студентами пошел, да, то есть там люди протестовали против ГКЧП, потому что мы все были очень охвачены какими-то перестроечными настроениями, да. То есть я бы не сказал, что как-то вот народ не участвовал, да, но глубинный народ, да, был, так сказать, то, что мы называем глубинным народом, то есть простые люди, там, люди от Сахи, они все это довольно равнодушно восприняли, и более того, тут даже дело было не в том, что, так сказать, у них не было навыков демократической какой-то самоорганизации, хотя это тоже правда, да. Вот. А в том, что тогда была очень тяжелая экономическая ситуация. Да? Горбачев своими реформами, по сути дела, разрушил советскую экономику. Да? То есть кооперативы, которые были призваны, так сказать, создать базис для материального процветания, по сути дела, просто разрушали, так сказать, разрушали вот эту промышленность, там, все остальное. И люди уже просто начали выживать. То есть им уже было не до того, в общем-то. Да? А вот скажите, вот тут, допустим, политолог Аббас Галямов, внесенный в реестр иноагентов, заметил, что визит Путина в Дагестан — это попытка заручиться народной любовью. Но мало того, он не поехал в какой-то русский регион, да, он поехал в регион национальный, где легче манипулировать административным ресурсом, где легче вот такую лояльную тусовку набрать. Вы согласны с этим? Ну, я бы не сказал, что я всегда соглашаюсь с Аббасом Галямовым, который признан иноагентом. Да. Собственно, это для меня довольно далекая фигура. Мне кажется, ну, наверное, доля истины есть в том, что он говорит, но мне кажется, здесь сыграли роль как бы сыграли роль еще два фактора. Да. Первый фактор — это то, что, по сути дела, все-таки в следующем году будет какая-никакая избирательная кампания, да. И, видимо, вот как бы администрация президента решила ее начать все-таки, да. А второй фактор: Дагестан — это же очень, так сказать, показательный регион, да. Это регион, где, так сказать, начиналась слава Путина, да. То есть в свое время там, в конце 90-х годов, когда вот он стал преемником, да, когда Ельцин, так сказать, передал ему бразды правления, и он шел на свой первый срок, то есть в 2000 году, так сказать, его первый раз избрали, да, то как раз там же была война, да, там была борьба с бандформированиями, и, так сказать, тогда еще молодой, очень энергичный кандидат в президенты приехал туда, там довольно удачно была, так сказать, военная операция, да, произведена, то есть он пользовался очень большой поддержкой, потому что, ну, там же в то у очень многих это вызвало крайнее неприятие, то есть там те, кто постарше, помнят, да, что там действительно люди вступали в ополчение, там, да, воевали, и в газетах там были фотографии, как молодой Путин там, сказать, разговаривает там с простыми людьми, встречается с военными, то есть тогда началось его восхождение, да, то есть он стал, так сказать, более-менее знаменитым, да, то есть начался вот тот феномен, который мы называем феноменом Путина, да. Потому что, ну, если мы вспомним Ельцина, то у него рейтинг совсем никакой был, да?
Это был президент, который управлял как бы из центральной больницы, мы помним, да? Он был совсем болен уже, не способен. Поставь, Иван Ильич, а вот смотрите, насчет феномена Путина, вот вы сейчас затронули, тот же Галямов пишет, что разрушен сакральный образ неуязвимого и такого неуязвимого, непогрешимого президента, который создавался почти четверть века. Тоже, как вы оцените эту мысль? Ну, это очень сложно все. То есть, мне кажется, еще рано делать какие-то выводы, да? Потому что, ну, безусловно, события, которые произошли, это вызов, да? Это вызов. С другой стороны, мы видим, что, так сказать, сейчас СМИ, так сказать, на этот вызов как-то реагируют, да, официальные СМИ на этот вызов как-то реагируют. Были и другие вызовы. То есть сейчас сложно делать выводы, как это скажется на рейтинге президента, да. То есть нам социологи, конечно, говорят, что никак не сказалось, но тут тоже... Там почти на 90% вырос даже рейтинг, говорят, что после этих событий на 90%, до 90%. Ну, мне кажется, что, так сказать, в последнее время уже, так сказать, нашим социологическим опросам доверять просто совершенно невозможно, да, по той простой причине, я разговаривал, я сам имею неопределенно касательство к социологам, да, то есть я работаю там на факультете социологии, хотя я философ по образованию, не социолог, у меня много знакомых социологов там, причем не только в Уфе. Вот. И профессиональные социологи говорят, что вот эти опросы, они вообще мало о чем говорят, потому что нужно сообщать, сколько людей вообще согласились. 100 человек, допустим, 89 отказываются отвечать на вопрос. Они говорят, мы политикой не интересуемся, мы не хотим ничего говорить. И причина, почему они так отвечают, понятна. Да? Я думаю, их не нужно отдельно озвучивать. Вот. А 11 человек говорят, что да, мы... У нас учитель подвиса, конечно. Социолог, да, если бы у нас там вот в ЦИОМе, в ФОМ сидели, так сказать, действительно люди, которые какую-то научную этику как-то блюдут, да, должен был бы говорить вообще, а сколько людей согласились отвечать на их опросы. То есть они непрезентабельны, конечно, эти опросы. Ну и по большому счету, конечно, они делаются для начальства. Да? То есть они, так сказать, и для успокоения ядерного электората. То есть какая на самом деле ситуация в стране, никто не знает. Ну, я думаю, что на столе у больших начальников лежит социология, которая дает, наверное, какие-то аналитические центры спецслужб, да, у них, наверное, свои какие-то методы работы. Но судя по тому, как развивается наша внутренняя и внешняя политика, не знаю, есть ли у них адекватное представление о том, что происходит в стране и что думает страна. Тут же Галямов пишет, что Z-патриоты недовольны наездами кремлевских пропагандистов на ЧВК «Вагнер». Сплочением вокруг президента, о котором рассказывает Песков, в этой среде что-то и не пахнет, говорит иноагент-политолог. Вот так Первый канал тут на днях разоблачал миф о максимальной эффективности ЧВК «Вагнер», рассказывал, что взятие Бахмута — это ничего особенного, и вообще непонятно, что они там так долго возились, почти 200 дней. То есть такое быстрое перебывание в воздухе — это характерно для нынешнего времени, и где вот гарантия действительно, что нынешние герои не станут на место Пригожина? Но оно всегда было характерно для нашей страны, такое перебивание в воздухе. Да. Давайте вспомним Горбачевскую перестройку, да? Когда вдруг оказалось, что там Евгений Евтушенко, который воспевал всех коммунистических лидеров, которые только были в мире, который гордился там дружбой с Фиделем Кастро, вдруг вынул кучу стихов там про танки в Праде, сказать, там, у него оказалось в столе, так сказать, реакция на все, что происходило там в мире, причем совершенно противоположная той, что мы видели в его официозных каких-то выступлениях. Ну, то есть, человек, который уже долго пожил, да, то есть, который, так сказать, достаточно долго пожил, чтобы увидеть хотя бы несколько, ну, хотя бы два цикла российской истории. Вот, там представители моего поколения видели как бы и два, и даже три цикла российской истории. Они уже ничему не удивляются. То есть я помню времена, когда там, не знаю, бывшие преподаватели марксизма-ленинизма заявляли, что они, так сказать, всегда были сторонниками теории открытого общества Карла Поппера, да? Когда бывшие парторги оказывались, так сказать, более диссидентами, чем сами диссиденты. Парадокс состоит в том, что нами правят люди, которые в свое время были в КПСС, там с красными книжечками ходили, клялись верности учениям Маркса, Энгельса и Ленина, да. Вот, а потом оказалось, что они еще более диссиденты, чем сами диссиденты. Диссиденты на самом деле оказались не такими же диссидентами, да. Вспомните Александра Зиновьева с его словами. Это, правда, не его слова, по-моему, Стрелова слова, но ему приписывают всегда, что вот мы в цельность коммунизм попали в Россию, да. Многие диссиденты там, как вот Зиновьев, Лимонов, они
оказались какими-то такими латентными патриотами, да? Они ужаснулись тому, что произошло. А многие бывшие властимущие, они, собственно, остались при власти, просто поменяли идеологию. Ну, что нас удивляет, да? Что нас удивляет? Господин Киселев, который, так сказать, сейчас ведет там программу на телевидении, лет 10 назад еще или 15 назад говорил совершенно противоположное. Мы все помним, как он на украинском телевидении работал, да, в свое время. До этого, сказать, он стажировался в США. Ну, то есть, я думаю, что это просто очевидно. Да? Насчет патриотизма, кстати, вот здесь почти 1,5 года уже страну пытаются накачать таким псевдо-ультра-патриотизмом. И кажется, это, по-моему, уже из всех утюгов лезет. Тут на днях Йошкар-Олы пыталась выбрать название, мэрия Йошкар-Олы пыталась выбрать название для новой улицы. И было несколько вариантов, предложенных для голосования. Так, вот, допустим, улицы Кирова, Сосновая роща, Героев России, Защитников Отечества, там, и еще пару нейтральных названий. И, в общем, вы знаете, что-то почему-то патриотические названия не зашли. Люди выбрали в открытом голосовании улицу Сосновая роща и улица Магистральная, и улица Промышленная. То есть почему не идут вот эти, не заходят вот эти вот патриотические названия? В принципе, у нас такое сейчас мегаконсервативное патриотическое же общество. Почему так произошло? У нас по официальным данным одно, а в жизни совсем другое. Ну, у нас всегда так, по официальным данным, одно, совсем другое. То есть я что-то не помню, что было как-то иначе, да? Например, нам рассказывают, что в 90-е годы была свобода и демократия, там, да. Я прекрасно помню, как представители крупнейшей оппозиционной партии просто не пускали на телевидение, то есть там за КПРФ голосовало там около 50% населения, и ни одного представителя КПРФ на телевидении в принципе не было, да. А люди до сих пор верят, что в 90-е годы была свобода и демократия, да. Как в то время, когда парламент вообще в центре столицы из пушек расстреляли, да, у нас была якобы свобода и демократия. Но что касается патриотизма, ну, во-первых, сказать, есть вопрос, который русская литература еще задавала, да, а судьи кто, да? То есть кто у нас главные патриоты? Люди, которые зачастую, так сказать, прославились тем, что там у них дети, внуки там в Гарвардах учились, да, так сказать, у них там виллы за рубежом и так далее. Но как-то очень, очень плохо верится в патриотизм этих товарищей, да. То есть возьмите там списки наших единороссов, да. Вот, и посмотрите вообще, так сказать, их состояние, да, фирмы, которыми они владеют, там, не знаю, там, место жительства их и их детей прежде всего, да, ну, то есть, и эти люди говорят о войне с Западом, да, абсолютной войне, там, о патриотизме. А во-вторых, вот об этом как-то я раздумал, мне даже об этом работа была, да. Мы ведь забываем о том, что патриотизм в его современном смысле, то есть как бы вот патриотизм, как лояльность большому государству, контролирующему большую территорию, возник, в общем-то, тогда, когда и возникли эти большие государства, да, то есть это уже эпоха нового времени, да. Вот, то есть для того, чтобы, кстати, очень интересно, да, вот когда была Великая Французская революция, как раз патриотами называли якобинцев, да. Вот, у них был лозунг «Да здравствует Франция», «Vive la France», да? Вот, а сторонники королевской власти, они не за Францию воевали, а за короля, да, потому что средневековое общество, это, так сказать, общество, где люди лояльны прежде всего сюзерену, а не самой стране, да. Вот. И поэтому, когда происходит архаизация, когда происходит, сказать, ну, распад этой коллективной идентичности, когда люди обнаруживают, что, так сказать, начинают ощущать себя скорее представителями каких-то вот малых сообществ, вот тех городка, в котором они живут, улиц, там, круга знакомых, да, то тут уже не формируется. То есть патриотизм это не просто чувство любви к родине, да, патриотизм это целый набор каких-то вот идеологических, так сказать, схем, которые должны, так сказать, закладываться через СМИ, через учебу в школе, через вузы, через многое другое. Для Так этого они закладываются, требуется, извините, для прерываю, этого они требуется, закладываются. для этого требуется общество индустриального типа, общество модернистского типа, да. То есть в стране, где, так сказать, школы закрываются, например, да, где СМИ схлопываются, да, то есть вот возьмите, допустим, у нас в советские времена в каждой деревне там были районные газеты, да. То есть, которые худо-бедно доносили до людей какие-то представления, так сказать, ну не знаю, государства о мире, там, новости какие-то, под определенным углом поданные.
Теперь этого уже ничего нет, да. Мы говорим, есть интернет, но интернет, извините, есть далеко не у всех, да. То есть вот тот же самый вот пользователи Телеграма, это около 2 миллионов человек, по-моему, по России, да. То есть, то есть это жители, нет, больше, конечно, да, наверное, может быть 10 миллионов. То есть это жители больших городов. А Россия не состоит только лишь из больших городов, да. То есть у нас огромное количество людей просто, так сказать, ввергнуты в какую-то архаизацию, да. Они отключены от какой-то модернистской цивилизации, которая у нас была. И вместе с этой модернистской цивилизацией уходят ценности патриотизма. Ну, вспомните Первую мировую войну, да, почему, так сказать, вот армия просто там развалилась, да, на фронтах, да, то есть там, потому что плохие большевики, что ли, агитировали. Если бы крестьянские массы были жутко патриотичными, никакая пропаганда большевиков ничего бы не сделала. Просто потому, что люди были неграмотные, у них не существовало представления о том, так сказать, о какой-то большой идентичности, о том, что они члены большой какой-то страны. Люди себя ощущали, что вот я в такой деревне живу, в такой-то губернии там. Ну, опрос населения. В 17 году проводились опросы населения, да, то есть у людей спрашивали в их национальности. Знаете, как они отвечали? Они говорят, тутошные мы, или там православные мы. Татары говорили, мы мусульмане, например, татаро-башкиры говорили. То есть представлений каких-то больших модернистских идентичностей просто не было, да, а без них не бывает патриотизма. Здесь, кстати, появился наконец Дмитрий Медведев после всех событий. Он опубликовал в российской газете статью, в которой предрек усугубление тектонического разлома между коллективным Западом и остальным миром. Вот небольшая тут выдержка. Медведев видит поиск труднейших компромиссов, и на протяжении длительного срока, по его мнению, на это могут уйти годы, но это уж точно лучше, чем окочуриться вместе всем, лучше окочуриться всем вместе в один день апокалипсиса. Вот. На ваш взгляд, это такое приглашение к диалогу, то есть поиск контактов, наконец-то уже? Дмитрий, а можно повторить? Потому что большая часть цитаты просто у меня зависла ваше изображение. Он предрек, что поиск труднейших компромиссов на протяжении длительного срока будет, да, и по его мнению, на это могут уйти годы. Это лучше, чем окочуриться вместе в один день апокалипсиса. И он вот предрек тектонический разлом между коллективным Западом и остальным миром. В чем вопрос? Как я это оцениваю? Это приглашение к диалогу с коллективным Западом. То есть давайте садиться за стол переговоров, наконец-то. Он хоть кому-то уже не угрожает ядерными ракетами, наконец, как обычно. Да, для Медведева это странно, да, потому что действительно человек, который когда-то считался вождем вообще партии системных либералов, да, который, в общем-то, и какие-то действия предпринимал подобного рода, да, вот, по-моему, вы говорили, что вот госуслуги он создал, да, превратился в вот такого ястреба, да. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Если мы отбросим риторику, которая предназначается для масс, да, если мы как бы выключим первый канал телевизора, я, кстати, не смотрю на телевизор уже лет 6, не вполне хватает интернета. Но в силу того, что я политический публицист, то есть печатаюсь там в ряде изданий, мне приходится, ну да, какие-то программы смотреть, чтобы просто создать представление. Вот. И если мы послушаем, что говорит наша власть имущие, вот выступление президента, например, ну то есть не Медведева, который, по сути дела, теперь же все-таки реально какой-то властью не обладает, да, вот, то есть должность его довольно-таки номинальная, и как мы вот недавно заметили, даже на какие-то существенные совещания его, может, не приглашают. Да, вот. А действительно люди, которые имеют власть, прежде всего президент, да, ну и ближайшее его окружение. И послушаем, что они говорили, да, то мы увидим, что никогда, так сказать, Кремль никакого разрыва не производил. Да. То есть, да, риторика могла быть жесткой, было всегда недовольство расширением НАТО. Кстати, на мой взгляд, довольно оправданное, да, потому что действительно, когда СССР здесь оказался в патовой ситуации, да, потому что СССР добровольно ликвидировал Варшавский договор, да. Были выведены войска из всех стран Варшавского договора. И как я понимаю, даже была какая-то устная договоренность Горбачева с лидерами Запада, что мы уходим из Восточной Европы, а вы не расширяете НАТО. Да. Просто в этом смысле, конечно, так сказать, обмануты были ожидания наших лидеров, и риторика их жесткая, и вполне можно понять. Но никогда не было таких утверждений, что вот мы перестанем, так сказать, с вами торговать, мы там закрываем перед вами двери, да, что все, так сказать, у нас, так сказать, прекращены всякие отношения. То есть почитайте выступление Путина за последние 2 года, да. Он постоянно говорит, что мы всегда готовы пойти навстречу, да.
Мы всегда готовы начать снова, так сказать, поставку, допустим, там, углеводородов, да, в Европу. Мы всегда открыты для переговоров, да, то есть это, по-моему, очевидно. Просто нам застит глаза вот та пропаганда, которая льется с экранов телевидения. Я даже больше скажу, ведь эти слова подтверждаются делами, да. То есть до сих пор продолжается активная торговля с Евросоюзом. Она, конечно, сильно упала, да. У нас Газпром, по-моему, на европейском рынке имел 49%, да, то есть практически половина европейского рынка, это был российский газ, да. Теперь около 7%, по-моему. Вообще, это огромный, конечно, удар по Газпрому, потому что 2 триллиона составляет убыток, да. Вот. Вот. Но, тем не менее, поставки-то продолжаются, и более того, продолжается даже оплата транзита, да, в страну, ну, как вы понимаете, какую, да, потому что между нами и Евросоюзом находится именно эта страна, да. И наша власть продолжает оплачивать транзит, да, платить бюджет этой страны. То есть, о чем это говорит, кроме о том, что сказать, Кремль всегда... Опять у нас завис какой-то. Так. Ага. Поставляю, вы здесь? Да, я здесь. Да. Повторите последний тезис, пожалуйста. Просто... Это говорит... То есть всегда какая-то возможность для, так сказать, обсуждения здесь существовала и существует. Другое дело, что очень показательно из уст Медведева это слышать, да, значит, там какие-то происходят, наверное, борения, так сказать, переоценки. Там наверху. Вообще очень трудно же судить, да, потому что закрытая очень власть. Арсен Иванович, в мае был ряд сходов в Заурале, где протестовали против золотодобычи местное население. И Реском КПРФ осудил жестко своих членов, которые принимали участие в этих сходах. На что последовала реакция Учелинского отделения КПРФ, где местные коммунисты возмутились позиции Рескома. На ваш взгляд, это характерно для Компартии, где такой низовой слой берет и встает против как бы верховного офиса, ну, регионального офиса, да? Как бы вы когда-нибудь такое видели, слышали, чтобы вот так вот коммунисты между собой публично почти что выясняли отношения? Это характерно так? Ну, я имею мало контактов с местной КПРФ, собственно, да, я публицист газеты «Советская Россия», она, конечно, газета левой оппозиции, но это не, так сказать, партийная газета, да. То есть я с КПРФ сотрудничаю в том смысле, что, так сказать, печатался в их изданиях, да, и, так сказать, приглашали меня с какими-то лекциями, вот, но оценивать как ситуацию в партии я вряд ли, так сказать, здесь правомерен. Но и единственное, что я могу сказать, что, так сказать, конечно же, вообще КПРФ это единственная политическая партия на нашем небосклоне. Да, сейчас, конечно, все очень сложно, и не только в КПРФ, вообще в стране все очень сложно. Но, строго говоря, большинство других партий, ну, если оставить в стороне партию власти, да, Единая Россия, которая, ну, на самом деле, ну, просто партия нашего начальства, да. То есть каждый начальник, вот, начиная с определенного уровня, он обязан вступить в Единую Россию, да. И если завтра скажут, что это будет не Единая Россия, а другая партия, они в другую вступят, да. Поэтому какой-то самостоятельной силой Единой России вообще в принципе не является, да. Меня вообще смешит, когда говорят, что это правящая партия, да. Нами правит не партия, да. Это в советские времена была правящая партия, да, и Брежнев управлял, потому что был членом КПСС, да. А у нас, так сказать, глава страны вообще-то не член ни одной партии. Да? Вот если оставить в стороне Единую Россию, то остальные партии, вообще-то, большая часть их просто создается под выборы. Да? То есть такие избирательные проекты. Да? Вот «Справедливая Россия» та же самая, например. Да? Вот. А КПРФ это партия такого классического типа, которая выросла из низов, да, в 90-е годы. Она результат самоорганизации населения. Туда приходили люди с идеями, и приходят люди с идеями до сих пор, да. Кстати, это ну, партия, которая худо-бедно какую-то идеологию выработала, да. Причем эта идеология довольно сильно отличается от идеологии КПСС. И поэтому, естественно, в ней какие-то сложные процессы могут происходить. Да? Но они из своих рядов выкидывают как бы неугодных и, так сказать, внутренних диссидентов. И к тому же еще заставляют быть лояльным внутренней повестке. Это называется
Я и говорю, там противная происходят сложные процессы. Противная дисциплина, да. То есть вы не можете голосовать так, как вы хотите, вы должны голосовать так, как вам скажет райиском. Да, вот как это все, еще плюс они голосуют полностью по повестке, властной повестке. То есть у них нету что-то такого, расходящегося с тем, как голосует Единая Россия. Ну, если смотреть по Курултаю, в принципе, они голосуют в общем. Я не готов комментировать деятельность местной организации КПРФ, потому что я просто не слежу за этим и не представляю, что они делают. Но я повторяю, обстановка в стране очень сложная, да, вы знаете, что, но все-таки происходят процессы, которые мешают иногда высказывать определенного рода идеи, да. Поэтому это сказывается на работе политических партий, да. Но я повторяю, когда-то КПРФ была единственной партией, которая возникла в результате народной самоорганизации, да. То есть она снизу выросла. И я думаю, что до сих пор там, остатки какой-то низового демократизма есть, да. В нижних эшелонах, я имею в виду. Тут на днях, буквально вчера, в селе Подольское Хайбулинского района попытались провести сход. Дело в том, что село переселяют, УГМК переселяет это село, там больше 1000 человек переселяется для того, чтобы чтобы устроить там добычу цинка или меди, что-то такое, в общем. По сути, приехали активисты, попытались собрать людей. Никто не пришел. Из 1000 человек пришел, может, человек 30. Выяснилось, что многие приняли предложение УГМК, там цена вопроса по 3-4 миллиона рублей на человека, а суть-то в том, что оставляются целые дома, огороды, и дома, в которых там десятилетиями жили люди, там еще, понятное дело, да, патриархат, все такое. То есть так легко глубинный народ купить, чтобы отступились и чтобы не возникали. Они отступились, да? Да, многие согласились, да, и поэтому никакого схода не получилось. Это цена глубинного народа. То есть 3 миллиона на брата, и все, и в принципе отдаем дома. Да нет, я думаю, что это не серьезно, нет. Это не цена глубинного народа. Вообще, у нас принято какое-то такое пренебрежительное отношение к народу, да, знаете, когда мы об этом, я имею в виду городской интеллигенции, да, а на самом деле, народ очень сложное явление. То есть мне всегда вспоминается эта сцена из «Отцов и детей» Тургенева, да, где Базаров в деревню пришел, остановил мужика, и стал ему говорить, вот про тебя, мол, пишут, что мужик, мол, это соль земли русская, мол, да, что в тебе вся мудрость, давай-ка расскажи, что ты думаешь про это. А мужик так помялся, да что барин, да то это, да я не понимаю. А потом, Базаров усмехнулся там и ушел, имея свое мнение, вынеся об этом народе, да, что он ничего не стоит, что там туп не разбирается ни в чем. А тут к мужику подходит другой мужик, да, они начинают обсуждать, и мужик преображается, он начинает говорить разумно, спокойно, начинает высмеивать бар, да, что они какие-то дураки, какие-то непонятные вопросы задают. То есть народ наш, взяли они деньги, да, это не помешает в следующий раз снова на сход выйти, да. То есть тут какая-то такая есть внутренняя хитрость, да, что если, можно что-то поиметь с этих людей, которых они воспринимают как, своих противников, да, как людей, которые, лишают их очень важного, да, наступая на горло их интересам. Если с них что-то можно поиметь, они поимеют, да. Но это не значит, что они примирились, согласились и больше ничего делать не будут. Уверяю вас, будут, да. И вообще удивляться надо не тому, что они взяли деньги, да, а удивляться нужно тому, что люди выходят. Да, потому что нам давно уже вся политология в России говорит, что никакой протестной активности нет, что люди все, глубинный народ за власть, да, что он совсем согласен, он все поддерживает. Как видим, это не так, да. И в этом смысле Башкирия очень показательный, конечно, регион. Да? Но тут, конечно, национальная специфика сыграла свою роль. Да? Вообще, когда я смотрю на то, что происходит с этими золотодобывающими компаниями, со всем прочим, да, я вообще хватаюсь за голову и думаю, что прав был тот, кто говорил, что в России за 2 недели происходит куча всяких событий, а за 200 лет ничего не происходит. Потому что, собственно, возьмите, допустим, Башкирию 18 века, да. То есть тогда же это тоже, если современным языком говорить, были экологические выступления. Да? Петр I пытался здесь строить заводы, да? А башкиры выступали против.
То есть тут и все эти проблемы, оказывается, никуда не делись. Да? Они снова вылезают и вылезают. Да? Это поразительно. Насколько действительно, с одной стороны, наша страна прожила столько уже эпох, да, она модернизировалась, потом демодернизация у нас происходит, да, а с другой стороны есть какие-то паттерны, которые столетиями существуют и не меняются. Да? Действительно, со времен Петра ведь ничего не изменилось. Это та же повестка, по сути же. Ну да. Недра и добыча. Да, та же повестка, да. Александр Иванович, ну действительно, вы провели такую параллель, прямо глубинную, я бы сказал. Я вас благодарю за это. Я благодарю за то, что вы нашли время выйти в эфир. Благодарю вас за то, что интересная беседа у нас состоялась такая. Надеюсь, что мы в ближайшее время еще с вами увидимся. Всего доброго. Тоже надеюсь, всего доброго. Спасибо нашим